Добрый вечер, дорогие друзья. По мере приближения 18 сентября, даты, на которую назначены выборы в Государственную Думу Российской Федерации, пульс политического процесса в России слышен все отчетливее. Сегодняшний выпуск «Арены событий» еще раз даст вам возможность познакомиться с кандидатами от парламентских партий и основными тезисами их программ. «Единая Россия» в минувшую субботу, 2 апреля, провела первые дебаты в рамках предварительного голосования. 22 мая, после проведения всех запланированных 15 дебатов, сторонники партии выберут достойных представлять и отстаивать интересы республики кандидатов. Тем временем другие парламентские партии ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» со своими кандидатами уже определились. Знаете, в математике для решения системы уравнений применяется метод последовательного исключения неизвестных. Применим аналогичный метод и мы. Я являюсь координатором Якутского регионального отделения, являюсь депутатом Ултумен, один из тех кандидатов, который должен пойти на выборы. Но все-таки решает Высший Совет. Этот Высший Совет будет собираться после очередного съезда. Я буквально 5 дней назад вернулся с 28-го съезда, где мы рассматривали вопросы, связанные с уставом нашей партии. Пересматривали из-за того, что система выборная сейчас изменилась. Мы все знаем, да, что 50 на 50, 50 по спискам, 50 по одномандатным округам. И, конечно же, 90%, что по одномандатному округу пойду я. 19 февраля состоялся пленум Якутского райкома КПРФ, где меня, Амосова Петра Леонидовича, то есть пленум выдвинул кандидатом по Якутскому одномандатному избирательному округу номер 24 на предстоящие выборы в Государственную Думу, которые состоятся 18 сентября 2016 года. Что говорить по партийному списку? Да? По партийному списку у нас всегда выдвигается первые секретари регионов. То бишь на следующих выборах на 18 сентября 2016 года по списку, понятное дело, пойдет Губарев Виктор Николаевич. Предварительные итоги у нас, конечно, существуют. Партия «Справедливая Россия» определила основных своих одномандатников, которые мы будем выдвигать от нашей партии, от регионального отделения. Есть у нас кандидат Тубусов Федот Семенович, он руководитель регионального отделения. Он пойдет как одномандатник. Эта позиция согласована с Кремлем, с администрацией президента. По данным ЦИОМ, опубликованным 4 апреля, если в конце 2015-го, начале 2016 года главной проблемой, волнующей россиян, была международная напряженность, то в первый весенний месяц этого года ее актуальность снизилась. Напротив, беспокойство относительно экономических проблем растет. Так, показатель, отражающий опасения россиян относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений, поднялся до 22 пунктов против 13 в декабре. А какие проблемы в своих предвыборных программах выделяют кандидаты в депутаты Государственной Думы? У нас на самом деле программа вся дальневосточная одна по Дальнему Востоку. Сейчас не секрет, что Дальнему Востоку мы уделяем огромное внимание. Жириновский уже последние 10 лет вообще постоянно говорит о Дальнем Востоке. И сегодня я добился, уже делая заявку 2 года назад, то, что сегодня приходит поезд в этом году, и он выходит с Москвы 7 апреля, и 17 апреля он будет в поселке Хани, и потом зайдет в город Нерюнгри. Это будет 18 числа. Этот поезд идет по Дальнему Востоку, агитпоезд, который рассказывает про проблемы, встречает избирателей и слушает всех жителей нашей республики и, конечно же, Дальнего Востока, пожелания избирателей, что они хотят. Но основное, мы же прекрасно понимаем, что наконец-то нас услышали по гектару. Гектар — это наша тема давно, которую Владимир Вольфович пытался объяснить, чем все-таки можно привлечь население на Дальний Восток, в частности в Якутию. Конечно же, основное — это остановить отток населения с республики и привлечь население в республику. А какие пути? Это на самом деле очень много. Мы уже предлагали и в качестве земли, в качестве отмены ЕГЭ на Дальнем Востоке, отмена службы на Дальнем Востоке, кто хочет служить в армии, не хочет служить, должен прийти. То есть такие небольшие тезисы, я думаю, в программе вы в ближайшее время увидите.
Это будет, конечно, спасение сельского хозяйства, то есть спасение агропромышленного комплекса не только Республики Саха-Якутия, но и всей Российской Федерации. Надо просто тут простыми словами говорить: ребята, нам пора принимать свою пищу, свое продовольствие, то есть. Второй тезис, да, это самый основной, первый даже, я бы сказал, это национализация минеральной сырьевой базы. Другого пути мы не видим, потому что если взять нефть, просто один нефть взять, это 45% от всего бюджетных средств по всей Российской Федерации. У нас сейчас есть партийные проекты, над которыми работаем. Один это непосредственно это в отставку правительства Медведева, это «Делай или уходи». Наша задача собрать 10 миллионов подписей, тот, к которым мы идем непосредственно по территории республики. По нашему плану мы планируем собрать до 100 тысяч подписей. «Делай или уходи». И этот основной проект, который мы развиваем и над которым работаем, для того, чтобы наша Российская Федерация изменилась и пошла по другому курсу. Наша партия всегда на протяжении последних 10 лет всегда выдвигала свои программы. Это в области здравоохранения, в области сельского хозяйства, в области образования. И в каждых областях у нас существует программа. Если посмотрите на нашем сайте, сайт «Справедливой России», там существуют все программы, они отражены и общедоступны. Помимо этого, мы всегда выдвигаем свой альтернативный бюджет Российской Федерации. Мы не просто критикуем и указываем на недостатки, но в отличие от других партий, мы всегда выдвигаем свой альтернативный бюджет. Процитирую хорошее высказывание известного историка и публициста профессора Андрея Зубова. «Если хочешь, чтобы политика стала чище, иди в нее с чистой совестью». Свои принципы есть и у кандидатов в кандидаты от «Единой России». Мне кажется, надо идти на дебаты открыто, с улыбкой, не бояться острых вопросов и не обливать грязью оппонентов. Да, это я так думаю, что это мой принцип. Надо идти радостно, рассказывать о себе, рассказывать о достижениях республики, рассказывать, что будет, какие планы у России, у республики. Мне кажется, народ сейчас должен получать позитив. Выборы – это всегда борьба повесток. Правда, тут же хочется вспомнить высказывание Виктора Пелевина. То, что кажется иному человеку раем, для другого будет просто нездоровым образом жизни. Здоровье – главная тема повестки участницы дебатов в рамках предварительного голосования «Единой России» Светланы Давыдовой. Сохранение здоровья здоровых людей – это самое главное, наверное, для меня на сегодняшний день принцип нашей работы и вообще принцип здравоохранения на сегодняшний день, сохранение здоровья здоровых людей. Потом это касается, почему я говорю об этом, потому что это касается вообще всей профилактической работы первичного звена. Мы, например, вот как первичное звено на сегодняшний день работаем максимально. Следующее, конечно, хотелось бы остановиться на развитии сети государственных аптек, вот именно, опять же, в арктической территории или северной территории нашей республики. Вот недавно тоже был сюжет, где говорилось, что в некоторых улусах вообще нету аптек. И как бы доставка препаратов, доставка розничной торговли, она вообще не организована. И для того, чтобы сохранить здоровье, для того, чтобы как-то максимально обеспечить качественными лекарственными препаратами населения вот таких вот территорий, необходимо развитие арктических улусов. В 2022 году, всего-навсего через 6 лет, мы будем отмечать столетие государственности Республики Саха-Якутия. Именно на депутатах Государственной Думы следующего, 7-го созыва, будет во многом лежать ответственность по реализации тех программ, которые должны быть выполнены к этой юбилейной дате. Региональная повестка фигурирует у всех участников дебатов «Единой России». Чтобы в Москве услышали наш голос, чтобы наши различия, наши отличия от, скажем, Брянской области, Ивановской области всегда учитывались. Иногда ведь они не учитываются. Во-вторых, это поддержка сельхозтоваропроизводителей. Тоже наши климатические условия должны учитываться в Москве.
Кстати, вот в Дальнем Востоке, что неинтересно, и республика занимает первое место именно по развитию сельского хозяйства. Хотя критикуют нас, но все-таки вот минус 50 у нас мы держим коров, у нас есть табунное скотоводство, оленеводство и так далее. И третье, наверное, это культура. Ну, имею в виду культуру, это касается телевидения, это касается образования на родном языке, может быть, да. Это вот такие вопросы, я думаю, отстаивать в Государственной Думе. Конечно, прежде всего это усиление регионов. Вот мы такая богатая республика, самодостаточная. Тем не менее, согласно последним изменениям в законодательстве, мы стали как будто дотационными. То есть как бы просим только деньги у федерального центра, своих доходов недостаточно, чтобы себя содержать. Да? Поэтому я считаю, что такая ситуация у нас неприемлема. Необходимо менять бюджетный кодекс Российской Федерации. И вот чтобы соотношение бюджета хотя бы было 50 на 50. Сегодня 70% решает Москва, а мы сами только 30%. В целом, если по России взять, я с этим не согласен в корне и считаю, что регионы должны быть усилены, в первую очередь финансово. Считаю, что те люди, которые имеют большие доходы, конечно, они должны платить больше налогов. Не 13, а больше. Дальше, по приватизации я тоже хочу сказать. Сейчас начали слишком увлекаться приватизацией наших государственных предприятий. Считаю, что все надо делать обдуманно. 2-3 основных момента, которые я в дебатах отразил, которых обязательно буду заниматься. Это право двух ключей у республики. Вернуть право двух ключей, чтобы республика могла распоряжаться наряду с Российской Федерацией своими же полезными ископаемыми, своими недрами. Второе, это все-таки выравнивание финансовой системы Российской Федерации, при котором регионы должны, искусственно созданные регионы дотационные, должны вернуться в нормальное состояние. Ну и борьба с коррупцией, это все-таки ратификация в полном объеме Конвенции ООН от 2003 года по борьбе с коррупцией, и в частности ее 20 статьи. Чтобы стать полноценным кандидатом на выборах в Государственную Думу от «Единой России», надо пройти через огонь, воду и медные трубы. Об этом заявил премьер-министр и глава партии Дмитрий Медведев на образовательном партийном форуме «Кандидат». Посмотрим, как они с этим справятся. С вами была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.